вот тоже те же а-ля мусульмане, они глаза, то есть опять-таки же курды хотели, чтобы в Турции последний остался шариат. Они не хотели как бы ни с Британией, ни с ними соглашения эти. Они знали, что британцы и французы, они любят увиливать, как бы манипулировать вот этими политическими этими действиями. Поэтому, но это никто не скажет, что шейх Саида только из-за этого обнулили. Поэтому, когда ты начинаешь говорить, это все ложь, это я не верю в это бред, это ложь. Тут никто не будет во имя ислама убиваться из себя. Сейчас я хотел бы спросить у каждого, который здесь кричит и матерится, да, во имя Палестины. Интересно, сколько он денег пожертвовал, что он сделал для этого, чтобы тому же палестинцу легче стало бы жить. По-моему, я не знаю, из 10 человек может быть один. А если один какой-то цент поставить, его показывают на всех платформах. От ТикТока начиная до последнего Инстаграма и Ютуба показывает. Понимаете? Один человек. Так что вот это лицемерие, я не верю в это, что каждый человек всегда стремился, чтобы у него в доме был бы порядок. Чтобы у него в доме был бы порядок. А когда Арафат получил Нобелевскую премию за то, что принес мир? Палестине помогать губами, как Иерусалим захватить. Губами помогать Палестине. Да, поэтому. Извините, у меня просто вопрос к ведущему. Да. Когда вы сказали про Сирию, что до этих событий не было ислама в Сирии? Нет, не было. Имеется в виду, мусульмане, конечно, практиковали религию ислам, но они жили не по шарикату. Я была в Сирии в это время и до событий, и после. В Сирии живут разные народности. Ну да, там большинство преобладают мусульмане, и они прекрасно жили. Они прекрасно жили. Да, согласно Корану и Сунне, прекрасно жили, я не скажу, но... Нет, я скажу, я там жила. Не проблема, можете говорить. У меня другое видение насчет этого. Я не думаю, что они прекрасно жили, потому что... Вы там жили? Я там не жил, но я с сирийцами общался, с многими, которые сюда приезжали в Австрию, и мы вместе делали демонстрации там, когда их... Лена, я могу привести курда с Сирии. Хотите послушать его? Он тоже можно тоже привести. Я вот что хочу сказать. Вот девушка спросила... Вы прослушали. Ибрагим, извините, что я вас перебиваю. Вы прослушали Лена из Сирии. Да, вот это... Она жила в Сирии, но есть факт, что несколько миллионов сирийцев сбежали из Сирии. Почему они сбежали? Насчет того ислама, который привели. Насчет вот этого, то, что в Сирии произошло, там все происходило в соответствии с Кораном и Сунной. И поэтому вот такая вот ситуация произошла. Вообще во всем мире истории, 1500-летней почти истории ислама, всегда, везде, когда люди начинают следовать вот этому идеологии религиозной, пытаются соответствовать шарикату, у них вот получается всегда каждый раз вот такая Сирия. Была прекрасная Сирия, испоганили просто. И то, что... А в каких годах, Елена, в каких годах ты там жила? С 1994 до вот этих вот прекрасных событий. И то, я там тоже был в Сирии. В 96-м... Вы были в гостях или жили? Нет. И там людям кто-то мешал исповедовать их веру? Если честно, я в Сирии увидел арабов с крестами. Никогда в жизни. Вообще сирийская... Я бы не сказал, что это было плохое место. Да, сирийский вообще вот этот конфликт, вот эта вот военная тема, она же не из-за исламских каких-то этих произошла, да, там, не из-за исламских предписаний. Там началось вот это с конфликта, и потом народ уже как бы начал восставать против несменного режима власти.
И сейчас вы думаете, стало Вот лучше? исламскую тему, да, а вот исламистскую тему, это им уже подкинули, чтобы они как бы не стали нормальным государством со сменой властью. И сейчас вы думаете, стало лучше? Лена, можем вам Ну, вопрос я задать? же вам, Такой. подождите, я же вам объясняю, что они боролись изначально, сирийский народ пытался свергнуть вот этот режим, у которого нету смены власти, смены режима, то есть от отца к сыну передается. Но им подкинули вот эту вот религиозную тему, и они в нее увязли. Это тот же стопроцентный аналогичный прием сделали и с нами, с чеченцами. То есть у нас изначально идет национал-освободительное движение, и нам подкидывают религиозный фактор. Как и в Афганистане. И мы начинаем съезжать с нашей темы. Вы знаете, я очень хорошо знаю, видела и поступки, и что делали эти освободительные войска, которые типа боролись против правительства. И я знаю очень правительственные хорошо. войска? Я знаю, что делали правительские войска тоже. Они вели более оборонительные, чем наступательные. И вот эта вот шайка бандитов я видела, которые и грабили, и убивали. А вот эта тюрьма, которую нам показывали, это что? Это не зависела она, да, от правительства? Смотрите, я не говорю, что было как государственная власть, это политическая власть. Я говорю сейчас на уровне обыкновенного, типичного мусульманина, который жил дома, то есть муравей, из дома домой, с работы, и вот так вот этот путь. С работы, дома, работы. Никто не ущемлял права мусульман. И не было радикального ислама. Сейчас там радикальный ислам. И люди, которые еще не уезжали даже во время войны, уезжают сейчас. Воруют людей. Ну, в том-то и дело, что как раз-таки, вот смотрите, и нужно насторожиться. Почему это произошло? Почему люди, которые хотели свергнуть, наоборот, диктаторский вот этот жестокий, не был режим, ни диктаторский, ни жестокий. Да, вот это, Вот не было этого, ни диктаторского, ни жестокого. Судя по В тюрьмах тюрьме, вы сейчас, меня если зайти извините. в любую тюрьму, Вы любой меня страны, найти извините, можно дайте истории. мне договорить, я все-таки договорю. Я о том, что сейчас вам не говорю, вы правильно слушайте. У них сейчас вообще другая тема там началась. Но вот этот режим, который там был, и который создает вот такие тюрьмы, где там люди полностью живем там. Я смотрел полный документальный фильм, то, что там происходило. То есть вот этот режим, он не заслуживает вообще никакого оправдания. И то, что люди пытались его свергнуть, я их полностью понимаю, оправдываю. Но то, что там потом произошло, да, вот с этим, с исламским вот этим приемом, с исламистским, это я же сейчас вам не оправдываю, это то же самое обмен шила на мыло. Ничего там полезного с этим не произошло. Поэтому вы как будто бы я там хочу оправдать, говорите, вот этих всяких исламистов и ИГИЛ. Елена, а как, если было все хорошо, как так получилось, что 500 000 было истреблено народа? Вы знаете, во-первых, это была заранее подготовка. До этих событий стали ходить священники и пропагандировать радикальный ислам, то есть подготавливать почву. Было очень много... Какой ислам? Шиитский или суннитский? Я прошу прощения, вы шиитка, так я понимаю, да? Да я не шиитка, не Ребята, суннитка. может быть, вы евреи, может быть, перестанете ходить и себе сделать сирийцами, себе показывать, там, я не знаю, украинцев там. Сколько можно уже вас слушать? Сколько можно вас... Давай, Юсуф, я с тобой разговаривал, с тобой не разговаривал. Подожди, я тебя знаю хорошо. Я вас очень хорошо знаю. Выходишь отсюда.
Я год вас слушал, изучал. Что дальше Год. делать? Развивайте друг друга. Вот видите, Подожди, вот друг друга год не я вас... уважаете. Иди учи его, иди Саша учи. разговаривает, Иди Александра Сергеевича Пушкина послушай, почитай. Ходил, выслушал. Перестаньте врать. Перестаньте то, что там... Ты заикаешься. Я тебе отвечу. Заикает твой мамочка, Ладик. Пусть Перестаньте. Елена Я- все скажет, потом вы будете Так, все говорить. Пожалуйста, пересказывай. друг друга уважайте. Лазик Неправильно? спросил меня, какой я конфессии. Нет, ну я задал тебе- вопрос, почему я по теме задал вопрос, из-за этого как бы мне Ну, стало потом, интересно. пусть она Да, я закончит, знаю. потом ты задашь вопрос. Да. Я Пусть она тебе закончит. отвечу Хорошо, нет проблем. Нет. именно словами Корана, как Всевышний сказал, называть Ты себя. никаким боком не относишься Свою к Корану, конфессию. к Всевышнему. Подожди, жди. Подожди. Господи. Жди, рот закройте, как... Я твой Давай, когда будешь придурок, чё ты когда будешь сидишь, мой падать, мозги? головой осторожно. Попытайся упасть на жопу, давай. Всевышний сказал моему пророку, когда тебя спросят, к какой ты религии относишься, скажи «Я ханифун муслим». Вот и я тебе также отвечаю «Я ханифун муслим». То есть единобожье, конфессия мусульман. Так что придерживаться какой-то других конфессий мне запретил Всевышний, потому что он именно мусульманам запретил разъединяться на конфессии. Они должны быть едины в ханафии. Может, да, вот, Елена, с вашего позволения. Заявление, браво, Лена. Вот это Сейчас, браво. Браво, Умничка. честно, браво, Вот честно, сейчас браво. просто Она правду продвинула сказала. стену. Разговор о молодец. Сирии как дошел. Браво. То, что Лена так думает, это очень хорошо. Как бы. А разговор шел немножко как бы о Сирии, да? Нет, Нет, ты не конкретно. понял. Ты не понял, ты Я не всё понял. понял. то, что Можно я самое скажу, главное. Майя, можно я скажу, как бы без того, что я понимаю, я с Леной не ругаюсь. Я задаю вопросы, на которые хочу Дайте узнать слово ответы. Лазику. Я хочу узнать ответ просто. Может быть, я не знаю, и все такое, как бы, я интересуюсь. Лена, вот, допустим, все, что касательно там, политической, религиозной тематики Сирии, да, я знаю, что они, вот туда пришел этот папа Асада, как бы, да, и он исповедовал, ну, что вроде это не это шиизм, Алявы. как бы, это ведь Он алявый. Алави, да. Алави, ну, это они относятся больше к шиитам, как бы, да. И вы хотите мне сказать, что они притесняли суннитов? Нет. Не притесняли, да, получается? Не Там было ведь притеснения. как они Смотрите, могут притеснять? есть это политический вопрос, и политика всегда я сделаю в сторону от религии. Я говорю как просто Как вы мусульмане, которые жили, да. Не может быть такого. Есть политические вопросы, например, Да. это всегда касается денег, это касается власти, это их терки, понимаете? То, что касается рядового Нет, это мусульманина, касательно религии. религия не притеснялась. И даже сами вот эти президенты во все мусульманские праздники приходили, молились в мечети. То есть притеснения на религиозном уровне не было никаких. Ни к христианам, ни к мусульманам, Они никому бы то ни манипулировали было. религией, Елена. Все, Лена, все. Они работали на народ так, чтобы Я народ не их сказал, любил. я прошу прощения. Еще раз. Подожди, стой, секундочку. Я не сказал, что притеснялся религией и так далее. Я сказал, что по принципу, религиозному принципу, они были в меньшинстве. Хоть вообще сама Сирия, как бы, да, вот это, там, они, по-моему, алавиты были там, ну, процентов, кажется, 15, там, лежали в узде, вот что я сказал. Это не так происходило? Смотрите, И при помощи, как бы, да, притеснение- своего главного союзника, я прошу прощения, секундочку, я сейчас договорю, при помощи своего главного союзника Ирана, который руководил всей этой, как бы, ну, вот этой вот системой, как бы, да, как все там происходило. Не так это все было? смотрите, это все политические вопросы, и я вне их. там Притеснение невозможно мусульман заключается, когда мне запрещено исповедовать свою религию. Это притеснение по религиозному признаку. То есть, когда мне запрещено жить по законам своей веры. И притеснения по религиозным признакам тогда не было ни у христиан, ни мусульман, Мусульман, да. ни другой конфессии.
То есть до этих событий каждый исповедовал свою религию, не было никаких, кто там лучше, кто там хуже. Христиане уважали и мусульман, мусульмане христиан, и все жили мирно, дружно. Не было вот этого всего. Человеческий фактор – это уже человеческий фактор. Например, кто там хороший, кто плохой, и это независимо от какой-то конфессии принадлежишь. Ну, как в Ливане, да, в 1938 году? Лена, вы знакомы со словом демократия? Ну да, немного. Да, все. Теперь что такое демократия? По поводу того, что человек Ты мог знаешь, заходить своими Так в мусульманской мечетями. стране демократия? Ты чего? Нет. Так Ты вот, издеваешься? В еще мусульманской раз. стране демократия? Когда О чем ты говорят. Так, подожди секундочку, мальчик. Когда говорят, то, что это, там все эти да, это хорошо, но на этом жизнь не заканчивается, да, чтобы пойти в мечеть или помолиться и пойти в церковь и так далее. Есть еще свобода слова, да, а если это слово тебе не дают, если ты Со своей колокольни судишь мусульманскую страну? и говоришь это слово, и тебя, секундочку, да, Майя, и когда ты говоришь это слово, в конце концов, оно прям не может, да, оно с тебя вырывается, и тебя за это сажают в тюрьму, бьют тебя там палками, калечат, и это происходило в 94 году, до 94, когда Асад туда пришли, это начало происходить. Вы говорите мне, что там люди прекрасно жили, ну серьезно. Смотрите, Вы же не живете, да, вы же не живете, извините, секундочку, правильно, вы же не живете в мечети, правильно? Секундочку. Это что за примеры такой прекрасной, хорошей страны, да. Друзья, я чуть-чуть занят. Всегда не могу высказываться, я просто коротко добавлю то, что Лазик сказал. Лазик, вот эта вот тема, да, ее как раз нам сегодня вливают, всему обществу говорят, видите, сейчас же молиться можно, сейчас же там ислам из 1600 мечетей же, да нахрен нам эти мечети. У нас вообще изначально наш протест состоит не в каких-то мечетях. То есть это точно аналогичная вот такая тема. Я извиняюсь, говорите. Нет, все хорошо. Лазик, затормози, и я хочу что-то подчеркнуть в том, что ты говоришь. Когда ты говоришь о таких вещах, подожди. Когда ты говоришь о таких вещах, ты должен рассматривать саму страну в целом. Если мы сейчас говорим о африканском континенте, да, ты сейчас будешь навязывать африканскому континенту, например, какому-то, я не знаю, Чаду ты будешь навязывать демократию, либо ты сейчас будешь навязывать, например, в Иордании, да, в глубинке, там, где он может взять свою жену и сделать из нее кусочки, ты будешь навязывать демократию. Понимаешь, есть те моменты, в которых ты не можешь засовывать все то, что ты хочешь, да, все то, что тебе захотелось. Еще раз тебе говорю, не можешь ты обсуждать страну со своего взгляда, да, так как ты считаешь, например, израильтянин, еврей, приехавший оттуда, проживший определенный отрезок жизни в каких-то условиях. Ты не можешь судить эту страну так, как тебе хочется. Ты должен ее изучать с призмы того, какое население, сколько лет и как они живут. Не можешь. Извини, что я так... Я туда не лезу. Нет, мальчика, я туда не лезу. Но Лена так красиво рассказала об этой Сирии в 94-м, как она туда приехала. Да потому что она рассказала как эта Сирия со хорошо своего живет. взгляда. Да, подожди. Да не орите, Майя, говори тихо, ты кричишь очень сильно. Она рассказала это со своего взгляда того, как она проживала эту жизнь, понимаешь? Как она жила. Короче, ей хватало этого. Я тебе еще раз говорю, человек, который прожил определенное количество времени в каком-то среде, ты не можешь его судить. Точно так же, как и я могу сказать, когда ты кто жил судит? там... Подождите, Майя, кто судит давай, кого? Маюшечка, давай. Так я ее не сужу. Нет, я просто еще раз, Маечка, послушай меня, пожалуйста. Моя дорогая, я понимаю, что ты с Леной вы близко дружите, все такое, Разговор же не об этом. Я на Лену не наезжаю, я с ней не ругаюсь. Любой человек... Ну, когда обсуждается такая серьезная тема, секундочку. Маечка, подожди секундочку. Я подождал уже, Майя. Я только два предложения. Майя, ты очень громко кричишь, во-первых. Я не буду кричать. Проблема. И вы вместе говорите, у меня голова от вас опухает. Говорите по Друг друга не Маечка, да. Хорошо, я молчу, ты договоришь, я скажу, хорошо?
Спасибо, Лазик. Да, я говорю честно, и не важно для меня, кто это человек. Я смотрю на это адекватно. И мне не важно, что это Лена, либо это Майя, либо это Стелла, либо это Лазик. Все, я закончила. Нет, вот смотрите, если... Ребята, у нас... минуточку, можно по два слова буквально, два слова. Да, говорите. Когда вот Майя так говорила, никто его чуть не возражал ей. Когда говорила, что Иордания, муж может на ленточку режет жену свою, это же чушь собачья. Зачем так изверги делаете мусульман? Да, если наказывают жена за измену, то за измену. Мужчина, а вы уверены, что вы слушаете правильно то, что она сказала? Она сказала, если в Иорданию, секунду. Я не досказал, подождите. Не перебивайте, да, Стелла, пусть он скажет. Нет, я буду перебивать, Эмин, подождите. Человек не слушает правильно то, что она сказала. Она сказала, если дать демократию Иордании, то там будет такое твориться. Потому что это факт, что есть народы, которым демократия, такая система, как демократия, не подходит. Это факт. Факт. Все, что она сказала. Говорите теперь, шейх. Смотрите, понятие свобода слова – это Так, меня понятие перебили. растяжимое. Вот этот дедушка, да, дедушке я дал высказаться. Дайте я тоже чуть-чуть впишусь, я обязательно сейчас передам микрофон. Когда вот люди озвучивают, например, в их стране, окей, я не знаю, это страна вот этой девушки, женщины или нет, но когда люди говорят, что в той или иной стране было все чики-пуки, я извиняюсь, да, то мы просто высказываем здесь свое мнение насчет вот этого. То есть, если для кого-то вот такие тюрьмы, где людей там заживо, я не знаю, гнобят, это нормально, это для нас это ненормально. Поэтому вот говорить, что там было нормально, ненормально, моя точка зрения, что там было вообще ненормально. А как там сами эти люди на месте разбираются, их культура, это им лучше виднее. Вот такая у нас ситуация. То есть мы просто комментируем эту ситуацию, и если какой-то народ восстает против режима, который я считаю ненормальным, я считаю, что он сделал правильно, что восстал. А вот если их уже там начинают там с помощью религии или каких-то других тем уводить с их основного там вот этого инициативы, да, с которого все началось, вот тут уже появляется вот то, что мы сейчас видели, да, в Сирии, это, к чему это пришло. Вот такая вот тема. То есть там было сделано все, чтобы не отпустить этот режим, чтобы показать несостоятельность альтернативы, что если там это отпустить будет еще хуже, точно, точь в точь, один к одному, вот такой же сценарий прокрутили над моим народом. Поэтому автор вот этого дела, этого автора, я считаю, либо это автор-близнец, тот, кто за этим стоит, да, тот, кто вот это вот все прокручивал, либо он какой-то сиамский близнец, либо у них какой Аллах их одним умом наделил на двоих. Я все. Аллах не виноват. Человек сам разумеет в душе, что он делает и в голове. Аллах ничего не виноват. Аллах тут и не виноват. И не Бог, и не Аллах не виноват. Если человек гнида, вера не виновата. Никакая вера не виновата. Как не виновата? Как не виновата? Не виновата этого. Если человек гнида, у него пошлые мышления есть в голове, да? Он все будет делать против своего народа и против своей религии. Алло. 9 сура, 29 аят. Что говорит Аллах? Что нужно делать с кефирами? Но это понятно. Подожди. В Коране... Тогда какого хрена ты говоришь, что религия не виновата? Евреи должны... Вендетта, какая религия виновата, что ты такой гандон, скажи? Послушай до конца. Гандон твой пророк гребаный, и ты пошел нахрен отсюда. Уважай женщин там, понял? Смотри, сейчас за хлеборезкой следи, я тебе еще раз говорю. 9 сура, 29 аят, что гласит? Мудаки, тут приходите, фашистскую идеологию пытаетесь оправдать с пеной у рта. Мудаки гребаные.
Вы знаете контекст 9 и 29? Как раз таки религия виновата, что религия расчеловечивает именно фашистская идеология. Это даже не религия. Фашистская идеология. Какая Ислам религия полностью виновата, что ты Пошел нахрен со своим пророком. Фашистская идеология бедуинов полностью расчеловечивает любое общество. Ислам полностью дозволяет отправлять на концерт Кобзона отца, брата, да, любого, кто станет на пути установления законов Аллаха. Вы что тут думаете, балаболы какие-нибудь сидят? Вы знаете, не религия Аллаха заставляет это, а неправильное понимание слов Аллаха. Мы Это как разные раз-таки вещи. правильно понимаем. Нет, Елена, нет, если нет. вам так эта Нет. религия нравится, можете вот туда идти, в Афганистан приезжайте, в Кабул. Мы как раз тут наложницы нужны. Да. Вот твой брат Вы немножко- мусульманин, можешь из тебя наложницу сделать по 4 суре 25 аята. Да, тебя мусульманку. 4-е, 25-е, я наложницей. тоже это знаю. Дело в том, что Ну, неправильные как вы трактовки можете или это оправдывать? Ну, я-то понимаю, что там написано. Ну что там В отличие написано? от вас. Что там написано? Если вы следуете переводам и трактовкам, то вы не идете за словом Всевышнего. А за кем я иду тогда? Что я не вы, знаю. тафсир Мне балабол? это Вы уже не великая знаю. тафсирщица, да, сегодня? Вы Нет. великая тафсирщица. Я не Вы говорю, кто что вообще? я великая торщи. Вы кто вообще такая? Я Вы кто? мусульманка. Вы даже без махрама тут хлеборезку не имеете права открыть. Алло. Хлеборезка это у вас. У тебя махрам есть рядом? Что? Передай махраму трубку. Вендетта. Трубку махраму передай. Вендетта, я тебя... Приходите тут, балаболите целый час. Тут без махрама ты не имеешь, что ты мужчина вообще пасть открыть право. Пасть это у вас. Потому что если бы вы Я уважали говорю то, себя что по исламу. по исламу, Вы тут вы не приходите, знаете ислам. балаболите Аслам бари часами. миннек. Во-первых, сон надо. Вендетта, она первая пойдет раньше, чем мы. Если кого-то... Ассаламу алейкум. Хотя она первая пойдет. Почему? Потому что она не является той, которая удобная по исламу. Она первая Алейкум пойдет. ассалам, брат Муджахид. Маршал. Ладно, спасибо за эфир. Маюша, береги себя. Стеллочка, привет тебе. Амазонка ты наша. Все. Извини, что так все разгорелось, это просто на эмоциях. Вендетта у нас Да. хороший, просто когда ему Ну, продвигают ислам, его это раздражает. дело в том, что я-то понимаю, что такое ислам. Я же не живу Елена, под а вы тафсиром. где проживаете, если не секрет? А где вы данный проживаете, момент? если не секрет? В данный момент, Да, если... Да. после той прекрасной освободительной войны в Германии, Ага. Вот вы Маша Аллах, Маша Аллах. кафирша, поздравляю вас. Вы никакая не мусульманка, потому что Аллах и пророк от тебя отреклись 6 аята. Аллах достоверно, сахих хадис и пророк. Ни один твой намаз, ни твой пост в месяц Рамадан, ничего не принимается. Поздравляю. Ну, Да здравствует кафирский клуб. Вот я вас... Вы официально являетесь кафиршей. вы знаете, Welcome to the club. кто принимает знаю, мои я молитвы, не будет спрашивать Твои у молитвы, людей в на твои ТикТоке. молитвы Аллах и пророк уже наплевали. На твою Конечно. молитву не принимается. Это между мной и Конечно. Всевышним. Между тобой это Нет, так, нет, нет, таких нет, нет. слов нету. вообще. 4 сура, между- 97 аят говорит ясно и четко, что ты попадешь в ад вечный притом. Да. Я надеюсь, с вами там не встретиться. Ну, конечно, не встретитесь. Это же ваша сказка. Я-то вообще плевал на это. Хорошо. Леночка, Нам что пожалуйста. приходите свободными? Кто Пашне дал вообще право говорить стоперло? Мать, что? Ну, какие-то странные мусульмане появились вообще. Без махрама заходят с мужчинами, сидят. Елена, а вот в Сот Германии Мара Маняура. шариат... Секундочку, а вот в Германии шариат, как вы думаете, будем устанавливать когда-то? Или будем ждать, пока сам он там, не знаю, образумится? Вы сначала доносите ислам в той форме, как призывал вас пророк. И живите по законам ислама. А с шариатом
делайте шариат на своих территориях. Такие наше все. Сейчас Такие наше все. Такие наше все. Интересно, она по сунне обрезана? Она Аллах, или нет? Германия. Так. Какие Смотрите, мудрые вот вопросы. один момент. Вот эти темы, да, несмотря на то, что здесь политические или религиозные противники, когда у нас находятся женщины, не женщины здесь, предупреждение, да, вот такие темы там. Тормозить. Хорошо, блин. Прошу вас, Соблюдать субординацию. Я прошу, можно, пожалуйста, на секундочку? Я прошу, пожалуйста. Еще раз повторяю, что не дай бог, если что, то Лена пойдет впереди евреев. Именно ее впереди нас выставят. Я очень прошу, Да, ничего пожалуйста. страшного. Пожалуйста, прекращайте. Ладно, Маюш, пока. Пока, девочки, хорошего вам эфира. Спасибо, мама. Изучайте свое писание без трактовок. Да, полностью изучили. У меня 7 черных Без поясов по трактовок. Корану. Без трактовок, пожалуйста. Да, Именно в как без арабской трактовок? версии. Алло. Так, без Вы трактовок. как? Ну, например, давай, хорошо, я тебе хадис, аят прочитаю, 4.24. И замужние женщины, если ими владели ваши десницы. Да что я это уже значит? знаю Объясни мне его без трактовки. практически Объясни мне, наизусть. что это значит без Во-первых, трактовки. мухассаны. Объясни мне, что это значит. Без трактовки. Давай, без Вы Ибн Касира. принимаете валерьянку? Я хочу понять, Или что это пустырник? значит. Сделайте Я бы свой посоветовала тафсир. вам. Пожалуйста, давай. Не мой тафсир. Минуту Ты славы. берешь, перед тем, как брать тафсиры, ты берешь священное писание и смотришь. Какое еще Аль-Мухассанет. священное писание? Вот, Коран. Вы же Коран берете, да? Тебе аяты Смотрите скажут, арабскую без серию. трактовки. Объясни мне, что это значит. Подожди. Что значит, если ими владели ваши десницы? Мухассанет. Это не значит замужние. Мухасранец. Вот. Это целомудренное. Это первая ошибка в переводе. А вы уже от себя тафсир делаете, да? Да я не делаю тафсир. Я вообще еще тафсир не начала. Я взяла перевод Кулиев, слова. получается, врет, да? Кулиев наврал, получается, да? Он ошибся. Аузубилля. Смотрите. Я не давайте- поклоняюсь Кулиеву. Давайте У меня я есть объясню. слово арабский версия Корана. Друзья, я я смотрю и перевожу. Да, нам не интересен ваш И ислам. арабы, слава я Богу, извиняюсь, которые вообще грамотные, арабы грамотные, тоже ваш тафсиры не смотрят. Еленин смотрит ислам, ваше Еленина течение ислама нам вообще не интересно, понимаете? У нас чуть-чуть другие проблемы, другая тема. Там, я не знаю, делаем дуа Аллаху, чтобы ваша вот эта вот группа пополнилась. Надеюсь, хоть одного человека вы за собой поставили уже. Желаем вашей акиды, короче, всех успехов, благ, продвижения, процветания, и чтобы вы побороли, короче, все остальные Просто я акиды хотела в этом бы, мире. чтобы когда кто-то брат Коран читал у нас- арабскую версию и переводил Мы сам. тут и арабский, и не арабский, мы все это читаем. Знаешь, что Я проблема? вот сейчас прокомментирую, Стелла, я сейчас передам, я чуть просто занят, я извиняюсь. И вот эта вот вся исламская тема, это огромная одна фабрика. И все мухтасанаты, и все хренанаты, и все банкоматы, и алавиты, и пахрудиты, и шахрудиты, короче. Это все огромная одна фабрика, на выходе которой рано или поздно получается представитель ИГИЛа. И все вот эти добрые версии, и все вы не так поняли, а вы вот здесь неправильно прочитали. Вам нужно перевод смотреть, здесь вот так, а там по-другому. Вот этот перевод подходит, а этот не подходит. Вот это вот все, да. На выходе в итоге у нас получается и все недостоверные хадисы, включая про хадис про Азута. Это тоже на определенную публику он будет влиять, потому что приверженцы азутовцев, короче, им тоже будет интересно в эту тему добавиться. Потом по ходу ему объяснят, что это недостоверно, и что такое истинный ислам, и что ему нужно от азутизма отказаться на каком-то этапе. То есть
вот эта вся тема, она, кто еще не понимает, да, что здесь происходит, я вот поэтому им пытаюсь объяснить, что это огромная одна фабрика, что все вот эти, которые даже между собой борются, там какие-то на разных, короче, противоположных лагерях находятся, вот это все эти люди, они в итоге работают на одну вот эту тему, которая в итоге, короче, рано или поздно, да, там кто-то может от побочного действия туда не попасть и так и умереть джахилем каким-то, шиитом, там, этим самым неправильным мусульманином. Но нацеленность вот этой всей темы, она для того, чтобы в итоге, короче, сформировать истинного мусульманина, ахлюсунна валь джамаа, он же ИГИЛ, он же там любое другое название можете ему придумать. И вот эти аяты про ненависть к иудеям, аяты, в которых предписано сражаться с неверными, заставлять их платить, будучи униженными, дань, они никуда не деваются. То есть это все там остается и является самым достоверным. И все вот эти вот нежные версии, да, они в итоге отпадают. Загирун Остается... это да, не перевод «униженные». В русском видите, языке у нет вас... точного слова. Я беру арабский. Я спрашиваю носителях языка, что означает каждое слово и грамматические значения постановления предложений. Я не беру это с воздуха. Это не моя религия. Вы знаете, вам нужно обратиться в русскую комиссию по переводу исламской вот этой литературы, да, провести там протест, митинг, я не знаю, по какой-то вот этот пикет, чтобы они отменили все вот эти фальшивые версии, потом обратиться Ахлюсунна валь джамаа в Саудовскую Аравию, к обращению к Бен Салману, там, королю сделать, чтобы они наконец-таки перестали мутить людям головы и, короче, взяли за основу акиду Елены в исламе. Каждый муслим вот, отвечает за себя. Ты человек разумный. Вы нам последнюю версию с вашим еленовским переводом и вашим еленовским тафсиром принесете какую-то вот эту последнюю версию, мы прочитаем вам и потом сделаем какой-то вывод. Вообще знание Корана это ответственность каждого мусульманина. Спросить у нее. Секунду, Леночка, вот ты говоришь, что ты понимаешь это по-другому, да? Вот переведи вот это именно вот это предложение «Мамалякат айманакум». Вот что это означает? Малякта именакум. Это, смотри, здесь привело замужние, но это не замужние. Мухассанет – это не замужние. Вообще сам перевод неправильный. Про предложение, где говорится... Если только не овладели ваши десницы. То есть это что были это? Военные действия. Это пленницы. То есть тут начинается сначала... То есть не замужних, значит, насиловать можно, да? Только замужних нельзя. Да кто говорит незамужних насиловать? Где тут стоит про насилие? Там идет дальше, в 25-м Если я сейчас иду по улице, да, там, и какой-то, я не знаю, насильник напал на женщину и говорит, что да я ее не насилую, я ее ласкаю. Как ты можешь даже такое подумать, что и назвать это насилием? Насилует женщину, того надо садить на кол. Вопрос можно? В исламе, что ли? Объясни просто вот это предложение. Что значит владеют ваши десницы? Вот что это значит? Смотри. Для тебя. Смотри, ты не можешь вырывать что-то из аи. И всегда ты читаешь до этой аи, про что шла речь, и после. Все знаем, о чем шла. Была война, и к этому пришел царь. Нет, это не про войну. Здесь вообще идет, это сура женщины. Есть сначала пишутся запреты, на каких женщинах надо жениться. Можно жениться. А потом пишет, целомудренные из женщин. И здесь, как вставка, если только не овладели ваши десницы. То есть
это как вынесено, там другой шариатский подход к этому вопросу, которые пленницы. Там есть другой шариатский подход. Лена, у меня вопрос. Да. Скажи, пожалуйста, тогда, когда у нас было 7 октября, целомудренные и нецеломудренные, да, в тот момент, когда овладели твои десницы, это значит, в общем-то, если я увидел то, что мне захотелось, то я могу им овладеть. Нет, тут идет продолжение. Извините, Продолжение дайте про мне вопрос тех, задать. которые овладели десницей. Это тоже Я только знаю это идет продолжение. через Я женитьбу. А Только женитьба как задать, делается? дайте А вопрос женитьба как делается? Я наизусть это знаю. Женитьба как делается? вот там написано, что, во-первых, есть как так же, как и к целомудренным, да, только идет махар меньше у них обычно, у невольниц. Там Вопрос есть можно? 25-й, Если махар не с кого и вы брать? одни, Если махар вы не с одни, кого. но все равно это идет по согласию. Нету насилия в исламе. Секунду, Елена, Да, секунду. в Да, 20... и женитесь на тех, которые Секунду, дозволены и ребята, семей, и давайте их плату. Достойный, Елена, мудрый, логично зацелованный. ли, секунду, останови секундочку. Логично ли, чтобы я, как женщина, меня кто-то забрал насильно, и чтобы я захотела выйти замуж за человека, который меня насильно взял? Еще отца с братом там И не еще убил. распутничайте. Любое насилие – это распутничество. То есть распутничество в исламе, оно запретно. И насилие тем более. Елена, Дайте а с вопрос, рабынями тогда, это как называется тогда, если не распутничество? Вы знаете, ислам, когда пришел, первое, что Ислам. он был против, Вот. это Ага. против рабства. И посланник, да, Что вы Маша. он боролся был против болезнь, рабства. который людьми торгует. Елена, вы что Подождите, мне один момент Задача рабов интересен. Дайте 112 задать глав. вопрос. Послушайте, извините, что я вас прерываю. Вы сказали, что это аль-мухсанет. Что это значит? Что значит слово аль-мухсанет? Что-то крутое, Я точно. открыла микрофон, мне микрофон. Алло, слышно меня? Слышно? Целомудренные. То есть, Они замужние. да, там говорится, вам недозволены целомудренные женщины. Где недозволенные? Нет, стоп. Где Не, ва- недозволенные? А целомудренные из женщин, если только их не овладели вашим десницам, по предписанию Аллаха для вас. И разрешено вам то, что за этим, стремясь своим имуществом, соблюдая целомудрие. То есть насилие, это я не думаю, что может относиться к целомудрию. Или насилие, это не относится к распутничеству. То есть это несовместимые вещи. Нету насилия в исламе, и кто придерживается к этому, А что такое понятие насилия? Например, если рабыню изнасиловать. Ты не против имеешь её права воли. изнасиловать даже рабыню. Окей, и что будет за это? Наказание от Всевышнего. Аят. Аят в студию, пожалуйста. Аят или хадис. Что за это будет, если рабыню изнасиловать? Вообще мусульмане должны насиловать женщин. Что вы издеваетесь? Я не закончил, подождите. Вот вы говорите, целомудренные женщины недозволены, если ими не овладели ваши десницы. Получается, нецеломудренные тогда дозволенные, даже если ими не овладели Читайте десницы. правильно. Это так получается? А замужние, целомудренные женщин, если только ими не овладели ваши Да, десницы. давай, вот мы То поняли. есть то, что Мы поняли, я понял. смотрите, Я понял, подождите. когда подождите, женщины подождите, попадали дайте мне там в договорить. плен, Дайте мне договорить. давайте. В общем, целомудренные женщины недозволены, если ими не овладели десницы. Да нету такого. А целомудрие женщины, вы понимаете грамматику русскую, если только не овладели вашими десницами. То есть здесь уже идет другой шариатский вопрос. Если они овладели вашей десницей, и если целомудренные. У целомудренных женщин
Обычно есть попечитель, то есть у целомудренных, у которых есть семья. Скажите, пожалуйста, вообще, У тебя есть за попечитель, и в исламе ты идешь к попечителю и просишь ее руки. Что за информацию несет вот этот вот аят? Целомудренные женщины, если только ими не овладели ваши. А вы не можете читать? Мне тебя жалко, я тебе клянусь, потому что ты идеализируешь, я тебя понимаю, я тебя прекрасно понимаю. Я клянусь тебе, что я тебя понимаю, но на самом деле все наоборот, с точностью до 180 градусов. Как может быть женщина целомудренная, то есть замужем, да, у нее есть попечитель, если напали войной и убили попечителей? Смотрите, здесь сначала идет вопрос, как жениться на целомудренных свободных женщинах, так? И от того сделана сноска, да, сноска, это как сноска, если только ими не овладели ваши десницы. Потому что которые пленницы, это и есть другие шариатские постановления, как обращаться с этими женщинами. Но нету, понимаете, есть ая потом, 27-я, именно в этих вопросах. И Аллах хочет принять ваше покаяние и те, которые следуют похотям. Тут русские перевели страстями. Шахават идут похоти. То есть вот эти вот похотливые отношения к женщинам или трактовки похотливые, их уже Всевышний осуждает. Извините, мне пришлось отсюда выйти. Пожалуйста, скажите мне, что за информацию несет это предложение? И целомудренные женщины, если только ими не овладели ваши десницы. Что это значит? Читайте дальше. Вы умеете читать до и после, а не вырывать мне. из контекста? Ну вот, не вырывая из контекста, объясните мне, что это значит. До этого в 23-й говорится о запрете, на которых женщинах вообще нельзя жениться. А потом обсуждается вопрос, на ком жениться и как. То есть жениться на целомудренных можно, если ими овладели ваши десницы? Это так Нет, получается? Так, что если это только ими не овладели ваши десницы. Потому что для пленниц... Это то же самое, Это Лена. тавтология получается. Алло, Лена, это что 29. тут самое, Лен? Смотри, здесь Подождите, идет... подождите, я правильно Как понял? я сказала, На целомудренных- шариатские поставления Постойте. насчет наложниц другие, как насчет целомудренных. В общем, Не просто целомудренных свободных. Там сказано, получается, на целомудренных можно жениться, если ими не овладели ваши десницы. Это там так сказано? Ну, конечно, на целомудренных можно жениться. А кто вам запрещает жениться на целомудренных свободных женщинах? Вы уже юлите, по-моему. Да я не Представьте юлю. себе на секунду, Полностью, полностью, Лео, аят. извини, брат, на секунду. Ибраим, извини вас, на секунду. Вот представьте себе на секундочку, я со своими друзьями прихожу к вам в дом, обнуляю всех ваших мужчин, беру всех женщин в рабство себе, и потом каждую из вас, сколько у вас там женщин есть, каждую там, одну себе, одну там другу и так далее, каждому по одной раздал, и вы с каким вообще чувством будете выходить за нас замуж вообще? Как вы с нами потом будете жить? С Подождите, каким давайте чувством? вернемся к этим аетам. Дайте мне разобрать этот вопрос. Подождите. Давайте. Вы сказали, что там сказано, на целомудренных женщинах можно жениться. Я Да. правильно понял? Да. Этот аят несет информацию, что на целомудренных женщинах можно жениться, да? Угу. Получается, на нецеломудренных нельзя, получается, жениться, да? Это ваши проблемы. На кем вы женитесь? Нет, Главное, зачем нам сообщать, что можно жениться на целомудренных женщинах? Что, значит, на нецеломудренных, получается, нельзя жениться? Ну, каждый женится по мере своей распущенности. То есть... Нет, нам нужно таебат понять, ля что таебун. посыл. Если весь исламский мир ошибся, и вы говорите, что ваша версия правильная, дайте нам понять, что говорит ваша версия. Смотрите, здесь говорятся про свободных женщин и как на них жениться, то есть выплачиваете махар и тому подобное. Дальше идет, а кто из вас не обладает достатком, чтобы жениться на целомудренных верующих, то из числа тех, которые овладели, то есть женитесь на тех, которыми овладели десницы ваши, и из ваших верующих рабынь.
И Аллах Вообще, лучше постойте. знает вашу веру. Из ваших слов я понимаю, что вы абсолютно не понимаете, что вы говорите. Ладно, оставим этот Дело в том, вопрос. что... Вот это вот слово, которое вы говорили, мухсанат, или мухсанет это было, я его сейчас зашел, разбирал, смотрел. Оно вообще не о целомудрии. Оно изначально имеет значение крепость или замок, но его еще применяют относительно браков. И когда арабы говорят вот это вот слово относительно брака, они имеют в виду именно брак. Они этим Нет, словом выражают брак. Нет. Вы сейчас здесь врете. Вы абсолютно Да, неправду нет, тут подождите, говорите. тогда пойдемте в 25-ю ая. И Чем там же написано тоже аят слово. 25, когда Но там вы же тоже переводите- слово мухсане. Вы Там же слово тоже переводите. слово мухсанет. Там же тоже Хорошо. слово стоит И мухсанет. И что? И из тех, и кто из вас не обладает достатком, чтобы жениться на целомудренных женщинах, тоже мухсанет, или Постойте, целомудримая, вы или говорите- защищенная, которого Вы есть говорите- мухрем. Вы говорите, что это слово значит целомудренный, но оно этого не значит. Хоть Но это не стоит значит оно с замужняя. моста Но аята. это не значит замужняя. Это значит женщины, которые находятся в браке. Нет. Да. Женщина, Да. которая находится в браке, называется мджоузи. Мухсанет означает брак. Нет. Изначально Подожди. оно означает крепость. Нет. Но применительно крепость, к этому они случаю защищенные. оно означает брак. Она означает защищенные тоже. Защищенная женщина, которую есть опекун. Защищенная, Да. это вот слово, оно применяется и в значении брак. И там оно именно брак и означает. И кто вам такое сказал? Я сейчас исследовал эту тему. Мухсанет. Тогда перейдите в 25-ю. А кто из вы вас не можете? обладает Зачем? Сейчас я достатком, вас всех выключать чтобы начну. жениться? А кто из вас... Сейчас я всех начну выключать. Лео, ты буксуй. Вот этот вот 4.24 от начала до конца этот аят прочтите нам, пожалуйста. От начала до конца. Это вы На мне? своем, на своем Ленином арабском. А защищенные или целомудренные женщин, если только ими не обладали ваши десницы, по определению Аллаха для вас, и разрешено вам то, что за этим, стремясь своим имуществом, соблюдая целомудрие и не распутничая. И за то, чем вы пользуетесь от них, давайте им их награду установленную. И нет Да, греха дай на мне вас, слово. в чем вы Чё согласитесь за награды? между собой. Это махер. И нет греха на вас, Нет, в чем подождите, вы подождите, согласитесь подождите. между собой после установления поистине. Аллах является знающим и мудрым. 25-ю надо почитать. А кто из вас не обладает достатком, чтобы жениться на целомудренных верующих, А вы знаете, то где из этот тех, аят которые ниспослан? обладали десницей Где вашей? этот аят 24 ниспослан? Дай Знаете? ей дочитать, дай-ка ей дочитать. Тех, которые овладали вашей десницей из числа верующих рабынь. И Аллах лучше знает вашу веру. Вы одни от других. Женитесь же на них с дозволения их семей и давайте их плату достойным образом, целомудренным, не распутничающим и не берущим приятелей, то есть сахбет. И если они стали замужними, затем, если совершили мерзость, то им позволена половина того, что свободно из наказания. Это дозволение на него, то есть на невольницах или на пленницах у них половина наказания целомудренных. То есть незамужних, как вы хотели мне сказать, то есть целомудренные, защищенные, которые из семьи и опечитель. И тем из вас, кто боится тягости. Если вы будете терпеливы, лучше для вас, и Аллах прощающий, милосердный. Для чего, если не обладали десницей, если запрещено, в принципе, без женитьбы? Смотри, во-первых, кто обладает... Смотри, здесь сказано, кто не может жениться на целомудренных, то женитесь на тех, которыми обладали ваши десницы. Я возвращаюсь или из числа верующих я рабынь. возвращаюсь к тому предложению, где ты говоришь про целомудренных.
что женитесь на тех целомудренных, если не обладали десницей. Но если запрещено обладать десницей, вот как может быть вообще это предложение логично? Смотри, когда брали женщин в плен, да, они не могли выходить замуж, как вольные женщины. К вольной женщине, которой есть попечитель, ты просто идешь, просишь руку. Можно ли в исламе брать в плен женщин-мусульманок? Во-первых, там были не женщины-мусульманки в плену, что касается А вот этих сура аят. 25 же, аят 25. Если женщины не мусульманки, то о чем идет речь? Тут говорится, если они с вашей веры. Как они могут быть с вашей верой, если в априори запрещено брать с вашей веры в пленников? Смотри, много женщин, именно что касается исторического контекста этих аятов, не брали женщин из домов пленниц, которые сидели дома. Это было 2 войска, и были женщины, которые даже участвовали именно в битвах. Неправда. Были, они шли за войсками и стучали в барабаны. Это не... Наглая ложь. Короче, считайте как хотите, я говорю то, что я знаю. И что, их, если они стучали в барабаны, можно насиловать потом? Салам Да алейкум. никто их не насиловал, вам же написано, на них можно жениться и не ты добровольно распутничать. ты бы добровольно перед ними легла, да? Вот, смотрите, например, подождите, какая-то езидская или курдская женщина идет за войском там своих собратьев с барабаном и стучит в него. Потом это все войско, короче, там загасили, там без вести потеряли, потом над ними издевались, короче, все что угодно сделали. И Вот потом это вот эта барабанщица, езидка, курдка, она потом выходит: Маша Аллах, я тебя всю жизнь ждала, спасибо, что ты вот этих моего брата, там, пагана их загасил. Давай, быстро. Смотрите, приверженцы радикального ислама именно шли за такими трактовками, которые здесь произносятся. Настоящий ислам, он и есть самый террористический. У вас просто еленский Есть еленская акида. Нет. Сколько у вас таких же, как вы, последователей? Вы можете цифру У меня назвать? нету Еленская. последовательностей, но у меня есть как в арабском населении, которые не придерживаются радикального ислама, которые читают его писание и У нас в понимают. исламском мире исламские университеты, иджмуа. И говорят, что есть. надо насиловать женщин? Конечно, говорят. Ничего Там подобного. этому и учатся. Ну, Там этому и извините. учатся. Там и переводили, кулии все их оплачивали, и они переводили. Ну, значит, вот это. за Всё этим оттуда. стоит радикальный ислам, который хочет искоренить ислам. Еще раз спрашиваю, сколько у вас таких еленовской джамаат? У меня все мое окружение, вот у меня такое, слава Богу. Аллах как и их вы, возне. Да, как я, Как да. и вы, они делают вот эти переводы вот так, да? Нет, они не делают переводы, они читают подлинник и понимают, Стоп. И что вы понимаете? что нету насилования женщин в исламе. Вот что я понимаю. Ну, И это нету оправдания. Вы можете его назвать хоть ласканием, хоть благом, хоть святым делом. Но для нас, вот, людей, у которых с головой все в порядке, когда ты женщину, всех ее близких мочишь, короче, и потом ею овладеваешь, это называется А ты не можешь насилие. овладеть ей без ее согласия. Алло, 20 Потому лет. что брак И что- в исламе и что без мне будет? согласия женщины недействителен. И что Это мне слова будет? пророка. Вот я захватил один момент, какую-то дайте. езидку или куртку, вот захватил. И что мне будет? А если почему я ты её- должен с ней спать? Ты же муслим. Тебе нельзя распутничать, Не, насиловать. я, может быть, плохой муслим. Подожди. Давай. Я сейчас объясню. Сахих Бухари, 109 глава продажи рабов. Наш пророк был барыга, людьми торговал. 2229 Сахих хадис. Однажды мы сидели у пророка и спросили: «О посланник Аллаха,
Поистине, мы захватили пленных и любим богатство. Как ты считаешь, можно ли извергать семя Невлона? На что посланник Аллаха ответил: разве вы делаете это? Вам ничем не повредит, если вы не станете делать этого, ибо поистине всякая душа, которой суждено появиться, непременно появится, вытащил ты из кобуры или нет. А вот ваш пророк не говорит, зачем вам насилуют, он говорит прямо: не нужно вытаскивать. Это женщина, тут идет речь о щелях женщин, которые захватили в плен. Машаллах, блядь. Нету насилия в исламе. И это, кстати, в Коран. Нету. А хадисов, насчет хадисов... Все дружно раздвигали ноги. Все дружно раздвигали ноги перед исламом. Да. Все просто ложились и раздвигали ноги. Конечно. Вот как ты сказал, так и было. Секунду, Лена, у меня, знаешь, Вендетта, какой вопрос в аккуратно голове? высказывайся. У меня в голове такой вопрос. Вот когда забрали Софию, да, вот когда перебили всех ее родственников, все это вот население, где они там жили, евреи, и взяли ее после того, что убили там ее отца, да, брата, по-моему, или мужа, кто кого там, он взял Софию и предложил ей как махар, да, свободу ее, чтобы она взамен приняла ислам, вышла замуж за него, правильно? Нет, по твоему пониманию. пророк Мухаммад всем своим женам давал один и тот же махар. Секунду. Махар был. Она не собиралась быть его женой, она была невольницей. Она была В в пленнице. плену, Да. пленницей. Для того, чтобы получить свою свободу, он дал ей эту свободу взамен на то, что она выйдет замуж за него и примет ислам. Как ты думаешь, в нормальном, обычном понимании человеческом, это насилие или это собственное желание женщины? Ты знаешь что, ты посмотри, почитай именно историю Софии и что она слышала в детстве от своих родителей. И это очень Мухаммад его интересная отца, история. брата, мужа, всех отправил на концерт Кобзона и отникахал 3 дня ее прямо там же, поставив палатку. Это неправда. Слушай, Как давайте неправда? не договариваться. Это сахих Когда вы... хадис. Это сахих хадис, в котором ваш Мухаммед прямо на месте ее никахал там же. И отобрал ее у муджахида, которому она была подарена. Один на ушко пошептал Мухаммеду, что она самая сексуальная. И Мухаммед быстро Слушай, позвал ее как обратно и ты сказал: вульгарно говоришь. это ваш Елена, ублюдок. Вендетта, может, я просто, я умею слышать, слушать. И вы сказали, что нет такого, в арабском населении нет такого вообще понятия, как насилие и так далее. Вы такое говорили, правильно? Я не говорю про арабское население. Вы сказали в арабском. Я говорю про ислам. Нет, вы сказали в арабском. Я говорю про ислам. В арабском населении есть все. Вы сказали в арабском, Елена. Неважно. Вы сказали в арабском, я это слышал, что нет такого насилия, и это все. Я говорю, в исламе нету насилия. Всевышний не Смотрите, призывает к насилию, к любому виду насилия. Лена, вообще, сами арабские, вот эти вот, как вы говорите, население... Можешь ее не уводить, секундочку. Я хотела услышать по поводу Софии. Что она думает по поводу Софии? Я не увожу ее, Стелла. Я просто... Дай секундочку. Почему все время все вместе спрашивают во время того, что я спрашиваю? Так я вообще здесь не было. Что с вами? Что вы здесь? Так не было, посиди тихо, подожди. Ну, дай я... Только зашел, меня выкидывает. Я даже не знаю, кто меня выкидывает. Кто меня постоянно Лафик, выкидывает. блядь. Тихо, пожалуйста, дай я отвечу Стелла, на вопрос, ну, который я нормально, до тебя нормально задала. тоже могу разобраться. Лазик, подожди, чуть-чуть, подожди, Лазик. Я тут сам не могу вписаться. Слишком жаркий у нас. Елена, еще раз. Софию, которую взяли в пленнице, предложили ей махар, ее свободу взамен на свободу и то, что она примет ислам, правильно? Считается ли это не насилием? Не считается ли для тебя это ставить человека в положение, в котором он не может решить? То есть, естественно, он предпочтет свою свободу, чем быть рабыней. И ему придется принять этот ислам, придется, чтобы быть свободным человеком. Знаешь что, очень было бы интересно спросить у самой Софии, а не делать нам какие-то выгоды за людей, которые... Я просто хочу логично думать. Если кто-то пришел и убил моих родных, я навряд ли захочу за него замуж.
Ну, это нелогично. Или только если психически нездоровый человек. Я тебе говорю, история Софии, она совсем другая, даже с ее детства. Совсем другая. Да. Вот, она знала, во-первых, она слышала, как ее и отец, и дядя говорили, что это пророк. Это, подожди, дай ей рассказать. Я хочу понять, что она говорит на это, что этого. Она знала с детства, что Саидна Мухаммад, алейхиссалям, это пророк. Она слышала, она знала, у нее были сны, когда она сказала своим родителям. Смотрите, или вы слушаете, или вы ищете сами информацию, или Елена, а как-нибудь откуда одно из вы двух. эту информацию берете? Нам тоже скажите, мы тоже хотим почитать на досуге. Про Софию почитайте, и даже есть много видеороликов именно про Софию. Подождите, видеоролики тоже есть? Нет, ну не видеоролики, я имею в виду в Ютьюбе объясняется про все жен пророка Саида Мухаммада. Я хочу именно факты читать. Где у вас написано? Откуда это взято? Знаешь что, Стелл? Моя проблема, знаешь, в чем? Я изучала свою религию не для ТикТока. Оттого я не собирала ссылки, где я читала или какие-то книги, или что. Но я могу поинтересоваться, и тогда дам тебе ссылки, ты почитаешь, или я могу тебе... Да. Или я Так, тебе, дайте или я мне тебе теперь могу тоже найти в вписаться. Ютьюбе именно история женитьбы про всех его жен и как там что было. Ислам в Коране, в хадисах. Алло. Подождите. Ютуб это вообще кафирский, еврейский. Смотрите, мне интересно, Елена, вы сколько раз в день молитесь? А как надо? Ну, Давайте я меня вообще научитесь сейчас молиться. запутался. Я сейчас вообще вот перед вами, мне даже стыдно признаваться, я, оказывается, не знаю, сколько раз даже в день надо молиться. Вообще, нужно ли молиться вообще? Ну, давайте я тогда вам скажу. Фард для муслим 5 раз молитва и пост Рамадан. И Это в каком аяте? Это в каком аяте вы нашли? Подождите. У меня, Вендетта, смотрите, я Вендетта, принимаю Коран и все хадисы, которые относятся к степени к цели мутаваттир. Это положение акиды ислама. То, что касается хадисов ахад, то есть цепочные, не фард алей принимать их, слушаюсь и повинуюсь. Есть хадисы, которые я должна принимать, есть хадисы, которые не выводят меня из моей религии, если я их не принимаю. Нет, подождите. А нам говорится в аятах Корана, что возможно что-то София не отравила Саидна Мухаммада. Там был просто... Я хочу ответить для вас, на комментарий. Да, возможно для вас что-то ненавистно, но оно благо для вас. И, возможно, вам что-то кажется благом, но оно зло для вас. Ну, вы не знаете, Аллах знает. Ну, конечно. А это вы у нас, получается... Подождите, Ну. а вы у нас, получается, что лучше, чем Аллах знаете, что вам выгодно, что вам не полезно. Вы лучше пророка, вы лучше албанца знаете, вы лучше всех вот этих иджмуи знаете. Я не говорю с большим уважением, но когда есть... Если я могу общаться с носителями языка, которые изучают Коран в институтах, и слава Богу, и у меня есть такая возможность. Что у них за акида? Вот эти люди, они к какому мазхабу следуют? Вы к чего придерживаетесь? Ханифан муслим. Я уже говорила. Ханафитка, да, мазхаб у вас? Ханафитский. Я вначале, когда говорили мы именно аль-Мазахиб, Лазик меня спросил, я ответила именно аятами из Корана про Мазахиб и что Всевышний сказал пророку, когда его будут спрашивать о его вере.
И Всевышний в Коране сказал: «Скажи, я следую религии Ибрагима ханифун муслимун». То есть это Коран. И любой мусульманин, когда отвечает так, он придерживается суннат Расуля и словам Всевышнего из Корана. Нет, подождите. Так у нас все придерживаются Корана. Вы почему-то отвергаете хадисы из Корана. Нет, Из Сунны, извиняюсь. Я не сказала, что я отвергаю все хадисы. Как не сказали? Я в том-то и дело. сказала, что я принимаю 100% кодси и мутаватир, потому что это фард алей. А как вы узнали, какие хадисы правильные, какие неправильные? Потому что Есть это очень сложная наука. А вот именно что. Только мутаватир хадисы, это которые относятся, которые большое количество людей передала большому количеству людей. И это относится... Нет, а как вы узнали, большое там количество или маленькое количество? Вы там присутствовали? Изучаете свою религию, вы поймете, что такое хадис. Еще раз, смотрите. Подождите. Давайте уже сейчас на логику перейдем, да? Смотрите. Я, например, полный профан, да? Ну, 0 в религии. Вот я сейчас хочу принять ислам. Ну, или до этого я был там плохим мусульманином, а сейчас я прозрел. Вот. На меня не взошло, короче, вот это вот благодать. Все, теперь я хочу следовать истинному исламу. Угу. Как мне выбрать истинное течение? А вы не должны выбирать течение, потому что Коран вам запрещает выбирать течение. Вы должен быть ханиф муслим. А тогда почему вы говорили, что есть радикальный и нерадикальный? Подождите. Вот в мире существуют салафиты, суфисты, шииты, мадхалиты, пахрудиты, хриншиты, хушемиты и так далее. Я не сейчас всех их перечислить, это дофига. Алавиты, малавиты, хабашиты. Кто из них всех прав? Как вот это узнать? Обращайтесь к Корану. Так в Коране то, что сказано, как я могу это интерпретировать, если там вообще непонятно для меня? Ну, как непонятно. То есть, если вы хотите стать врачом, вы учите латынь, так? А если вы хотите узнать то, что самое главное, в принципе, в вашей жизни, то вы ленитесь? Нет, подождите. Я вот сейчас, если буду прибегать к Корану, то я не смогу ни намаз делать, я не смогу... А вот это относится к хадис мутаватир, то есть это большое количество людей, большое количество сподвижников передает... Какое большое? Где? Потому как что мусульмане есть говорят, хадисы. Мутаватир. Это категория хадис мутаватир. Смотрите, вот что мне говорят. Смотрите. Мне что вот этот хадис говорит. Большинство мусульман, что мне говорят. Так, не перебивайте меня. Выключите там микрофон у личных людей. Смотрите. Мне показывают вот такой хадис. В Сахихе Муслиме. Один момент. Так, сейчас. Имам Ахмад передает, что Абу Саид Аль-Худри сказал: мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутас. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Мы спросили об этом пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И тогда был ниспослан аят. И замужние из женщин, если ими не овладели ваши десницы. 4.24. Этим аятом мы позволили себе совокупиться с ними. Этот хадис рассказал Ат-Тирмизи, Ан-Насай, Ибн Джарир и Муслим в своем Сахихе.
Вот этот хадис, как мне узнать, он достоверный или недостоверный? Вот эта наука, которую вы познали, мне вахи должен прийти какой-то, вот эта благодать какая-то снизу зайти, которая скажет мне, это правильно, это неправильно, весь исламский мир, иджмуа, то, что говорит, это неправильно. Великие ученые, там, Ибн Таймия, какие-то вот эти... Мне все равно. Давайте я вам отвечу на ваш вопрос. Вот сейчас Да, здесь да, сидящие люди, я думаю, дай бог, все адекватные, с чистой фитрой. Ислам – это религия фитры. То есть то, что... Фитна, да? Фитна. Фитра, не фитна. Фитна – это когда смута, да? Да, смута, да. То есть, если я спрошу здесь сидящих или наш слушающих, если взять просто, убираем религии и конфессии, моральный закон человека, это нормально совокупаться с замужней женщиной? Вместе Но тут, подождите, тут меня возвращают к аяту, в котором сказано, возможно, что-то ненавистно для вас, но оно для вас благо, и возможно, что-то любимо Контекст вами, считайте. но оно для вас зло. И в конце подчеркнуто, вы не знаете, Аллах знает. И вы взяли это только на похотливые вопросы мужчин? Тогда я вам приведу, Нет, и Аллах на все, хочет... на все, везде, в любом вопросе я не могу Мужчина, от себя делать выводы. который не умеет контролировать свое тело, это мужчина, который идет за похотью. Это Мухаммед был, у которого на 9-летнего ребенка даже вставал. Это ваш Мухаммед не мог контролировать свой хвост вонючий. Слушай, мне с тобой вообще неприятно общаться, серьезно. Есть какие-то границы уважительного общения. Ты против ислама там. Понимаешь, если ты хочешь говорить об исламе, если ты хочешь вот этот вот вендетта какая-то. Вот видишь, как Елена разговаривает, как мусульманка. Мухаммед не мог контролировать свой вонючий хвост. Ты Мухаммеда обижаешь, ты другого обижаешь. Как ты тебе выбирай не стыдно? слова. Хотя бы выбирай слова. Контролировать свой вонючий хвост. А ты свой вонючий язык не можешь контролировать. А Понимаешь? можно вопрос тогда, если вы на эту тему уже завершили? Вы завершили эту Я тему? не завершил. Я хочу узнать, как мне следовать истине. Ты что называешь истиной? Последуй за Еленой. Не надо следовать за Еленой. Я никому не пожелаю быть рабом раба. Ибрагим и задает вопрос, а что называть истиной? А вы спрашиваете, а ты что называешь истиной? Он спрашивает, что называть истиной. Я просто вообще сейчас запутался и вот не могу понять, вашему вот этому переводу мне следовать, Ахлюсуна валь-Джама мне следовать, или хабашитам следовать. Как вы как узнали вот эту правильную позицию? Вам откровение снизошло? Ну да, вот перед тобой лежит Коран, читай. В принципе, это для каждого из нас. Так в Коране сказано, что что-то может быть ненавистно, что-то может быть ненавистно для вас. Давай, если ты хочешь разобрать эту ая, мы разберем, только скажи номер, и мы почитаем полный контекст до и после. Идет ли это о женщинах или идет это о предотвращении? 65-4, педофилия. Какая разница? Его можно ко всему применять. Там просто... Вот смотрите, вы говорите... Свободнее, подожди. Вы что, хотите сказать, что вы лучше, чем Аллах, знаете? Кто? Вы лучше, чем Аллах знаете? Хашалилля. Ля иляха илля. Вы лучше Аллаха знаете, что ли, вы хотите сказать? Я нет, конечно.
Конечно, Ну, нет. я же у вас спрашиваю, я вам говорю, что в аяте сказано, вы не знаете, Аллах знает. Прекрасно. Понимаете? Никто То есть с этим не спорит. Еще раз. До этого в аяте сказано, что что-то может быть ненавистно для вас. Да. Вы может, не хотите намаз Да. делать. Вы, Да. может быть, не хотите соблюдать целомудрие. Вы, может быть, не хотите быть трезвенником. Вы, может быть, не хотите быть нормальным человеком, который не гнобит людей. Но в Коране сказано, что вы не знаете, что-то может быть казаться для вас благом, но это для вас зло. Ну, А что прекрасно. там- В чем проблема? То, что может казаться для вас злом, может быть для вас благом. Вы не знаете, Ну, Аллах это, знает. да, это вопрос предопределения. Ну, и в чем проблема? Ну, в том-то и дело, что все, что предписал Аллах, вам может, например, показаться, что изнасилование замужних женщин – это зло. Я тоже Но хотел Аллах сказать. знает лучше. Что? Вам может показаться, что, например, Боже, да, Боже, вам что вы может показаться, несете? что выпивать, подождите, вам может показаться, что выпивать это неплохо, там, для здоровья иногда, чтобы расслабиться, это хорошо. Но Аллах запретил употребление опьяняющих напитков. Ну. И поэтому это все логично. Вам что-то может показаться благом, но оно плохо для вас. Вы не знаете, Аллах знает. Свинюшку хотите поесть? Аллах говорит, это плохо. А вы хотите, я вот всю жизнь ел там свинью, я какой-то Саня там сало ел, Сейчас, мне запрещает ислам, я вот в ислам пришел, хочу пятачок съесть свинины. Аллах запрещает, как это? То есть вам Реально. что-то может быть любимо, вы может что-то для вас благом вы можете считать, а это для вас зло. И наоборот, вы можете что-то плохим считать, злым. Например, делать джихад до судного дня. Как вот говорится, всегда будет какая-то группа, которая будет делать джихад до судного дня, а пропитанием ее будет трофеи, которые они заберут. И будет всегда те, кого отбил Аллах от них. То есть, кто будет против этого. Вы А вы вот не смешиваете хотите, несовместимое. вы начинаете потом говорить, зачем джихады, я не хочу джихад, я вот пацифист, я какой-то, этот не хочу вообще кровь видеть, туда-сюда. Алло, Аллах говорит, вам может казаться что-то благом, но это зло для вас. И наоборот, вы можете что-то считать злом, плохим, а это благо для вас. Вы не знаете, Аллах знает. Ибраим, могу я пару минут занять? Можно. Я что хотел сказать. Историю учат не по Корану. Историю учат. История была и до Корана. Коран появился после Магомеда. Читая историю, мы знаем, что за этой армией следовали работорговцы. Вот они у них покупали рабов. Конечно, мужчины будут защищать свои семьи, свои богатства. Мужчины погибали в боях, женщины, дети оставались. И, соответственно, этих женщин и детей продавали. Эти рабы мы знаем, здесь ничего сочинять не надо. Не надо красивые слова там. Словословием, словоблядством заниматься не надо. В истории написано совершенно по-другому, что они писали. Но в Коране этого нету. Представьте, вот мужа, брата убили, вот этой женщине я даю пару тряпочек, и вроде нормально по Корану это. Даже будем считать, чьи это тряпочки, что он с собой эти тряпки нес, что ли? Эти тряпки захвачены у этих же. Ну и дальше, допустим, он сделал это дело с ней. А дальше что происходит? Что эта женщина отпускается, что ли? Куда? Вот эта женщина куда дальше идет? Ее отпускают. Мужа убили, брата убили, отца убили. Дальше что происходит? Женщина, все, она свободная, да? На нее не покушается, изнасиловали. И дальше иди, все, ты свободна. Я тебе пару тряпочек дал. А дальше что? Как дальше этой женщине жить, как она живет? Мужа нету, брата нету, отца нету, изнасиловали, пару тряпочек.
которые это были в результате грабежа, мародерства, ей дают из этого пару тряпочек. Изнасиловали ее. Это дальше идет, дальше грабит, потому что армия идет дальше. Люди не по Корану живут. Они тоже не по Корану жили. Что вы нам сказки рассказываете? Этих женщин, детей дальше продавали. Вы что, здесь думаете, первоклассники сидят, что ли? Историю не учат, не читали. Вы согласитесь, если вашего мужа всех убьют, отца, и вы дальше за Магомеда вместо Софии выйдете? Вы согласны выйти за Магомеда? Чтобы вашего отца, он убил брата, всех убил, и вы ходите за Магомеда. Вас это устроит? Конечно, вас устроит это, когда Софию, но когда вас, на вашем примере, вы не согласитесь. Легко говорить на чужих примерах, а на себе это никто не хочет испытать. Вы историю чуть почитайте, чем арабские сказки читать. Почитайте историю. Все. Подождите, а как тогда, если джихада нету, и вот этот хадис, что всегда будет группа, которая делает джихад до судного дня, если этот хадис, он неправильный, то как ислам распространился по всей Африке, как он до Европы дошел, в Кавказ пришел, как он в Средней Азии распространялся? Вот это что-то непонятно. Вы сейчас говорите много хадисов о джихаде, но есть еще и другие хадисы. Горе арабам от беды, которая приблизилась. Вот этим Сахих Муслим Бухари? Нет, это из той же песни. Горе арабам от беды, которая приблизилась. Спасется тот, кто укроется от смуты слепой, глухой, немой. Сидящий в ней лучше, чем стоящий, и стоящий лучше, чем идущий, и идущий лучше, чем... Вы можете не перебивать? Вендетта не То есть, когда наступит великая смута, Куда вы это читаете? там, где вы не читаете. Не, нам номер нужен. Поищите. Приведу я, пример. в принципе, могу и найти. Подождите, вот на вашем примере приведем. Приходят какие-то арабы, ночью нападают, убивают. Вот, чтобы на вашем вы почувствовали. У вас красивая дочь, там 15 лет, 16 лет вашей дочери. И нападают ночью арабы, убивают вашего мужа, отца, всех. Потому что мужчины защищать будут свою жену, детей. Потому что знают, что это за люди. Это же грабители. Ночью нападают только грабители. Вашу дочь забирает какой-то араб, насилует ее, пару тряпочек вам дает вот за вашу дочь. А мужа, отца вашего нет. У вас эта картина устраивает. И Магомед ходит. Тоже говорит, нормально это все. Раздайте им тряпочки, а можете дальше насиловать. У вас вот устраивает вот это. На вашу дочь, вам-то может понравиться, что вас будут насиловать-то. Дочь будут насиловать, потому что вам, похоже, это понравится. Я же вижу, вам понравится эта картина-то. Вы чушь на вас несете. это нормально. А вот не чушь, нет. Аккуратно. Это уже не чушь, я на вашем примере. Когда вы задеваете именно меня персонально, что мне понравится, не надо на моем примере. Будут насиловать. В исламе мы говорим или о исламе, или о мусульманах. А вы на чужом это одобряете. Я на вашем примере. Вашу дочь будут насиловать. Я говорю, вам понравится. Вам это нравится, когда вас насиловать будут. Подождите. Я только что говорила... Вы ответ дайте, вам понравится это. И Магомед будет ходить тряпочки раздавать. Вам понравится это? Вы дайте ответ. Дайте ответ, понравится вам или нет, когда вашу дочь будут насиловать и пару тряпочек дадут вам, мужа, отца вашу убьют, вас будут насиловать, вам-то понравится, вы попросите сами, вам может хоровой понравится. Вы на своем примере дайте ответ, не на чужих примерах, на своем примере, вам это понравится? Аккуратно, друзья. Я понимаю, что таким образом нужно... я могу поправить вас задуматься в постановке человеку. предложения. Поставьте себя на место этого человека. Но когда вы говорите «мне это понравится», это уже неправильная постановка предложения. В следующий раз пограмотнее немножко.
Что касается Здравствуйте. мусульман... Привет, Викуся. Я поздороваться. И хотела добавить, первое, вот этот мужчина, который говорил, во-первых, ты не должна забывать, что все-таки русский не является его первым языком, как у тебя или у меня, например. Но это Окей? очень мне неприятно слышится, Вик, согласись. Я понимаю, но как бы ты должна тоже войти в его положение. Русский не его первый язык. Второе, ты сейчас зачитывала хадис, да, ты, пожалуйста, дай ссылку, что ты читаешь, номер, от кого этот хадис, где он написан, какой книги, какой том, какая страница. Просто так читать с интернета, ну, ты же понимаешь. Я да? не с интернета читаю. Ну, неважно, я тебе в общем говорю, мы же тоже хотим проверить, например, да. И третье, вот я сидела здесь, слушала очень долго, когда вы обсуждали 4.24, и ты говоришь, что там говорится о целомудренных женщинах, да, а не о замужних. Я обратила внимание вот на этот момент, и я решила для себя проверить. И я пошла, начала читать, и это слово замужнее или целомудренное, да, оно имеет два значения, несет за собой двойной смысл. И выводить смысл этого слова нужно именно из контекста. Да? Поэтому в этом моменте, да, и замужние женщины запретны для вас, окей? Здесь именно замужние женщины несет за собой смысл вот этот вот текст. Именно замужние. Окей, так это говорят все, подчеркиваю, да, алимы, мудрецы, не знаю, как они там у вас называются, ислама, то есть единогласное мнение. Замужние женщины, поэтому здесь четкий и правильный перевод. Не целомудренные. Смысл в этом аяте не целомудренные, а именно замужние. То есть они, почему это говорят именно замужние? Потому что они под защитой своих мужей. По этой теме как раз я хотел сказать пару слов. Вот вы сказали Ибраиму, когда он вам задал вопрос, вот как мне докопаться до истины, вы сказали, читайте Коран, изучайте. Вот я сейчас вот как раз этим занят. И допустим, вот это вот слово значит целомудренные. Получается, и целомудренные женщины, за исключением тех, которыми овладели ваши десницы. То есть целомудренные женщины вам не дозволены, если только ими не овладели ваши десницы. То есть целомудренные женщины, которых вы захватили, получается, вам дозволено. Вот что из этого получается. Вот следуя вашему совету, я в этом разобрался. Получается, я прав, так? Конечно, не прав. Я сначала отвечу Вике. Я сначала отвечу Вике. Ты, когда начинаешь читать 24, у тебя до этого есть 23. И мысль 23 уже завершена. То есть... Насчет этого адреса ясно, четко, где он ниспослан, есть полностью адрес к этому гребаному вашему аяту. Где он ниспослан? Когда ваш пророк напал на Аутас ночью, на спящих, вот там и был ниспослан. Когда к вашему пророку подошли муджахиды, спросили, у этих мужчин живы, мужья, нам дозволено, что с ними делать? Пророк сделал, что ему аят приходит вид, вытащил из кармана аят, сказал, можете отшпилить. Этим аятом мы дозволили себе совокупляться с ними, пишут ваши муджахиды. Да, даже язычники, арабы тех времен, они позволяли себя насиловать незамужних. А замужних они испугались, можно ли замужних насиловать. И тогда они пришли к пророку и спросили, вот замужние, их что с ними делать? И там был ниспослан этот аят. Что здесь непонятного, я вообще не пойму. Ляна, так это трактует абсолютно весь ислам, ты понимаешь? Ты сейчас идешь против ислама, да? То есть любого, спроси, суннита, шиита,
Харанита, кого хочешь, спроси, все несут одно и то же толкование. Да, Девочка, когда, солнышко подожди, когда замужняя женщина, не мусульманка, попадает в плен к мусульманину при каких-то боевых действиях, ее брак, даже если муж еще живой, аннулируется полностью. И мусульманин имеет полное право делать с ней все, что ему пожелается. Вот что ему в голову взбредет этому извращенцу, да, то он и сможет сделать. Потому что она не мусульманка. Она наджас, она кафир, она там, я не знаю еще. Ну, ты поняла, короче. Слушайте, на что вам отвечать? Смотри, начнем с того, целомудренные. Смотри, здесь сначала в 23 век идет запреты. Запреты. Контекста нет в Коране уже, поймите. Мы 4.23 обсуждаем. Идет Нету запреты, на контекста. которые женщина... Обсуждаем 23, мы обсуждаем 24. Я объясняю... Где он неспослан, был полностью, имам Ахмад передает. Имам Ахмад передает, где был этот гребаный аят неспослан. Этот аят был неспослан, когда ваш пророк нападал на спящих в аутосе, убил их, привязал там, не знаю, мужчин. Ваш пророк Ваш пророк гребаный, когда напал на этих спящих людей, захватил их мужей в плен, некоторых отправил на концерт Кобзона, вот тогда и был неспослан. Поэтому мы с тобой аяту есть... обсудим, если захочешь, в другой раз, потому что с этим человеком мне Лена, неприятно послушай, я знаю, находиться. что Этот ты человек хочешь балаболит, сказать. ни тебе, никому тут не даст. Этот человек балаболит не дает. Лен, я знаю, что ты хочешь сказать, да, ссылаясь на предыдущие аяты, да, где стоит запрет на кого или добро, на ком можно жениться, на ком нельзя жениться, но именно 4.24 как исключение дает тебе, как мусульманину, право жить.